знаем, что в нашем городе успешно ведет свою трансляцию в эфирах РЕН-ТВ и 8 канала Канашской студии телевидения. Не раз слышали о ее истории, рассказах о людях, стоящих у истоков ее образования, и о первом директоре Бурлаковой Валентине Анатольевне. С начала ее существования пролетело 25 лет, и все это время она успешно развивалась и крепла. В сегодняшней передаче мы с вами поговорим о настоящем, о тех, кто здесь сегодня трудится во благо своего зрителя. Телестудия удачно расположена в центре города. Ее вывеску трудно не заметить, а голубая расцветка фасада явно указывает на то, что здесь работают люди, всецело отдающие себя телевизионному пространству. У каждого работника Канашской студии телевидения своя биография, но призвание одно на всех. И как театр начинается с вешалки, так телевидение начинается с секретаря-руководителя. А управляет им вот уже 11 лет Владимир Александрович Тимофеев. Телевидение под его руководством приобрело весомое республиканское значение. Творческим коллективом, конечно, управлять нелегко, потому что творчество рождается тогда, когда люди неординарные, и у них мысли тоже неординарные. В связи с чем приходится подстраиваться под этот коллектив как руководителю, быть в курсе всех событий. Если будешь отставать от своих сотрудников, корреспондентов и производственников, то, соответственно, ты не сможешь данным коллективом управлять и найти общий язык. В связи с этим хотелось бы сказать, что не дают отставать от жизни, не дают стареть, не дают лечь в спячку. Легко ли было выйти на республиканский уровень? Ну, здесь я хотел бы ответить так, что если живешь в республике, ограничиваться городом Канаш только нельзя. Необходимо охватывать более шире, значит, район, ближайшие районы. Безусловно, если вышли мы на район, то вся история республики строится в городе Чебоксары. Безусловно, вы наладили свои отношения с национальным телевидением, вы вышли на республиканский уровень, уже совместно в ГТРК Чувашии, национальным телевидением, в тесном контакте работаем. Вот и так вышли мы. Расскажите о ближайших планах. Планы у нас большие. Первое, то, что планируем обновить студию свою. Второе, то, что в городе идет бурное строительство по созданию новых рабочих мест. Безусловно, наша задача освещать данное мероприятие. И третье, осваивать те муниципальные округа, где мы уже находимся. Все, я надеюсь, в этом году жители нашего города увидят. Мы их как воплотим, так и покажем всем жителям. Пока раскрывать все карты не будем. Проходим святую святых. Здесь рабочие кабинеты главного редактора и отдела вещания, где проходит творческий процесс. Работают корреспонденты, операторы и монтажеры. Еще будучи ученицей 9 класса, она с уверенностью могла сказать: «Хочу работать журналистом на телевидении». И вот она у руля своей мечты. Олеся Львовна, расскажите о знакомстве с творческой работой. Что было самым интересным и что запомнилось на всю жизнь? Добрый день, Катя. Первое знакомство с телевидением у меня состоялось в 2004 году. Будучи студенткой первого курса факультета журналистики Чувашского государственного университета имени Ульянова, я пришла проходить практику, дело было летом. Встретила меня на телевидении у порога Валентина Анатольевна Бурлакова. Она тогда была директором этого телевидения. Главным редактором тогда была Наталья Петровна Кузьмина. И помню очень хорошо свой первый выезд на съемку. Мы выехали с оператором на рейд ГИБДД.
А можете вы рассказать о вашем наставнике в журналистской работе? Наставников на самом деле было очень много. Я проходила практику на протяжении всех 5 лет учебы в университете на Канашской студии телевидения. Но, конечно же, нельзя оставить без внимания Шурекову Людмилу Геннадьевну. Она, наверное, на 5-м курсе, когда я приехала уже на последнюю практику, Людмила Геннадьевна, она большую роль сыграла в моей жизни вообще, потому что она мне предложила работать на Канашской студии телевидения официально уже после окончания учебы. Уже после университета, спустя какое-то время, я вышла замуж, родила ребенка и после декрета уже сюда вернулась на официальную работу. Встретили меня здесь очень тепло. Тимофеев Владимир Александрович, директор, принимал тогда. Он посмотрел мой диплом и сказал, что все, мы тебя принимаем на работу. И с тех пор прошло 10 лет, как я здесь. Сначала работала 2 года корреспондентом, и через 2 года, уже на протяжении 8 лет, работаю главным редактором Канашской студии телевидения. Катюша, я тебя тоже хочу похвалить. Ты молодец, ты наша звездочка, поэтому тебе желаю огромных успехов, удачи, дерзай. А вот самым молодым специалистом, как по возрасту, так и по стажу работы, является видеооператор Вениамин Григорьев. Несмотря на профиль его специальности, хоть по образованию он программист, видеосъемки стали очень быстро частью его жизни. Расскажи, как решился прийти на работу, трудно ли было и все ли получается сейчас? Пришел я на работу так. Меня пригласила видеооператор Елена Блацева. И как сюда я пришел, мне сразу же этот коллектив понравился. Сначала было трудно, но как-то я привык, начало получаться. Какая съемка больше всего запомнилась? Одна из первых съемок у меня была заседание Госсовета. Естественно, было страшно, но как-то начали привыкать. Ирина Константинова перешагнула 7-летний телевизионный стаж работы. Образование филолога чувашского языка с легкостью помогает ей писать сюжеты и фильмы на родном языке. Смотря телевизор, я увидела объявление, что на Канашскую студию телевидения требуется корреспондент, знающий чувашский язык. И тут я решила попробовать свои знания, свой опыт показать, то, что я разбираюсь в этом языке. Пришла. Ну и, к моему удивлению, меня взяли сразу же, и уже на 2-й день я вышла на работу. Так и началась моя трудовая деятельность. Все закипело, завертелось, мне это безумно нравится. На сегодняшний день мы тут работаем, но учимся каждый день. Я вот знаю, что у вас есть авторская передача «Наследие». Как она вышла впервые в свет? Передача «Наследие» начала выходить в эфир 2014 года. Так и начали мы ее выпускать. Хочу сказать огромное спасибо своему коллективу, своим монтажерам, операторам, потому что без них эта работа, она не воплотилась бы в жизнь, потому что корреспонденты видят, рассказывают, а зрители видят эту картинку уже глазами операторов. Аналогичная передача также у нас есть на чувашском языке «Чувашьин сумлащин-зем». Звучит она таким образом. Здесь мы тоже рассказываем о именитых, о известных, прославленных людях Чувашии. Настоящим рыцарем и бойцом невидимого фронта на протяжении 13 лет является Павел Павлов, видеомонтажер. Для непосвященных работа на телевидении – это постоянный драйв, творчество, но наверняка здесь есть и рутина. В чем она заключается? Весь этот процесс занимает, конечно, долгое время. Нужно упорство, труд. Но работая здесь, я как-то научился всему этому. И мне кажется, это все мое. Я не жалею о своем выборе. И придя сюда еще в 5-м году, я, конечно, сам не знал, что буду в этой стези, работаю в этой профессии. Ну, ни о чем не жалею. И буду служить во благо нашего родного Канаша. За 25 лет существования на телестудии ни одного дня не работали видеооператорами, а тем более видеомонтажерами девушки. Но вот уже год снимает и монтирует материалы
Лена Бладцева, Марина Баринова. Это человек, для кого работа на телевидении – это призвание. Ее авторскую передачу поздравлений «Цветы в гостиной» любят многие телезрители. Здравствуй, Марина. Расскажи, пожалуйста, с какими трудностями тебе приходилось сталкиваться, осваивая профессию? Для меня долгое время было трудно, сложно смотреть в камеру и представлять там людей, зрителя. А можешь рассказать, как тебе удалось побороть эти страхи? Первое время, да, вот самой смешно до сих пор вспоминать. Просила оператора выйти. Он настраивал камеру, настраивал звук, свет и выходил. Первое время, да, писалось так. Передача «Цветы в гостиной» тоже, скажем так, не сразу стала такой вот популярной. Люди не сразу начали понимать, что эта передача действительно дарит большую радость имениннику. То есть они потом приходят, уже после того, как поздравление выйдет, они приходят, благодарят. Вот это самое, наверное, приятное в моей профессии. Ну и вообще у нас нет одного направления. В первый раз взять в руки микрофон, посмотреть в объектив видеокамеры, не показав свой страх и смущение, задать вопрос совершенно незнакомому человеку, суметь сделать передачи интересными и информационно полезными. Много интересного и разностороннего вносят в эфир и наши программы. Мы, внештатные ведущие и корреспонденты, также открываем для себя что-то новое, когда сталкиваемся с телевизионным творчеством. Передачу «Первую помощь» уже не первый год ведет врач-педиатр Елизавета Алексеева. Наверняка перспектива ведущей программы не входила в ее планы, но, несмотря на это, ее передача является самой популярной. Здравствуйте, Елизавета Ивановна. Здравствуйте. Вы работаете врачом. Расскажите, пожалуйста, как вы связали свою жизнь с телевидением? Я работаю не только врачом. Основная моя должность – преподаватель Канашского медицинского колледжа. В 2016 году совместно с отделением ГИБДД по городу Канаш мы организовывали акции по безопасности дорожного движения. Начальником ГИБДД в то время работал Александр Сергеевич Яковлев. И он предложил нам со студентами освещать вопросы первой помощи. И я подумала, что лучше всего это делать не на акциях, а на телевидении. Ибо тогда круг телезрителей расширяется, и население может уже обучиться приемам первой помощи, которые можно оказать до приезда медицинских работников. Первые наши передачи были о первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Ну а затем, когда мы осветили все вопросы оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях, я, как врач-педиатр с большим стажем, стала выпускать передачи об оказании первой помощи детям. Первая наша передача вышла в 2016 году, в декабре. Когда вы пришли на телевидение, было ли у вас волнение? Небольшое волнение было. Но привыкла я очень быстро, потому что всю необходимую помощь мне оказывал коллектив Канашского телевидения. Это дружный коллектив во главе с директором Тимофеем Владимиром Александровичем. И поэтому меня быстро научили говорить правильно, снимать правильно. И, кроме того, большую помощь я получала от студентов медицинского колледжа. Ибо передачи первые мы снимали все со студентами. Все они демонстрировали, как оказывать первую помощь. Расскажите о своих впечатлениях о работе на телевидении. Как оказалось, это очень интересная и захватывающая работа. Я познакомилась с очень большим количеством интересных людей. Узнала даже сама много нового. И самое важное в том, что эта передача появилась на телевидении, это то, что мы можем донести до населения приемы оказания первой помощи. А сейчас мы ведем передачи для родителей. Следовательно, чтобы родители могли оказать первую помощь своим детям в какой-то критической ситуации.
Совсем не детской стала передача «Новости за школьной партой». Вместе с ее ведущими растет и взрослеет тематика передачи. Ребята стали неотъемлемой частью не только школьных, но и городских мероприятий. И это единственная передача, над которой работают самое большое количество спецкоров. Кроме ведущих Рому и Гузеля, новостями успешно делятся Карина Григорьева, Яна Николаева, Даша Садовская и я, Мельникова Екатерина. А вот передача «Рассуждалки не по-детски» переросла двух своих ведущих. Маленькая ведущая Рената Сагдиева вела ее с 6-летнего возраста. Затем, повзрослев, передала эстафету Виктории Бариновой. А та, в свою очередь, передала ее Даяну Валиулову. Совсем недавно вышла передача «Мама в Кубе». Ее ведущая Евгения Карпчева назвала ее недвусмысленно. Будучи сама мамой 3 детей, она смело решила попробовать себя и на телевизионном поприще. Евгения, скажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы создать свою передачу и какую цель она несет? Из названия передачи ясно, да? «Мама в Кубе», то есть это передача о мамах, о дочках, о бабушках, передача о родителях, о семье, о семейных ценностях. Передача также полезна и для пап, потому что они такие же родители, как и мамы. И каждая тема передачи – это как раз то, с чем каждый из нас сталкивается ежедневно. Тема передачи. Связаны ли они с вашей семьей? Каждая тема моей передачи, да, это частичка меня, это частичка моей жизни, те истории, с которыми я сталкиваюсь. И очень хочется, чтобы люди научились слушать и слышать друг друга, чтобы стали более открыты друг к другу, чтобы больше было любви, добра и счастья. Евгения, скажите, думали ли вы, что когда-нибудь станете ведущей своей передачи? Я же нигде не училась, и, скажем так, это мое желание попробовать себя в роли ведущей. А вообще, наверное, как мой опыт, я очень боялась фотокамеры и видеокамеры. И пошла вести передачу только чисто для того, чтобы перебороть этот страх, чтобы пройти какой-то свой новый рубеж, да, перейти эту планку и почувствовать что-то новое. И оно работает, да. А вот моя история работы на телевидении началась необычно и даже немного волшебно. Среди учащихся школ нашего города проходил конкурс стихов ко Дню Победы. Победителей и призеров снимали на телевидении. Я была в их числе. Мое выступление понравилось корреспонденту. Вот она-то и пригласила меня на телевидение. А ведь мечтать стать телеведущей была у меня давно. Придя на студию, я прошла собеседование с главным редактором Олесей Львовной, и вместе с Ириной Константиновой они помогли мне выбрать направление передачи. А курирует ее Марина Баринова, так что в этом коллективе все работает слаженно. Каждый является важной частью творческого механизма. Это только на первый взгляд кажется, что их работа легка и интересна, но и в ней бывает много подводных камней. За острый и интересный материал они готовы мерзнуть зимой, снимать летом под палящим солнцем, осенью под проливным дождем, лишь бы оперативно донести до вас информацию, предварительно доработав и смонтировав. 25 лет Канашской студии телевидения живет и работает на благо своего зрителя. И четверть века является частью нашего города, его крупицей. С вами была Екатерина Мельникова и передача «Крупицы Канаша».